Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных темах. Возрастной ценз для кандидатов в президенты и депутаты не изменится. МЧС Абхазии напоминает правила безопасности на море и в горах. В случае любого ЧП обращаться в службу экстренной помощи. Могилу кавалера ордена Ленина Ивана Аршавы привели в порядок. Парламент отклонил законопроект об увеличении возрастного ценза для президента и установил административную ответственность за отсутствие автомобильной страховки у иностранцев. Депутаты парламента рассмотрели 17 вопросов на очередном заседании сессии. Подробности в материале Гугу Цевардани. Началось заседание парламента с награждения почетной грамотой за особый вклад в развитие национальной культуры Батала Джапуа, народного художника, кавалера ордена Айзапша второй степени и ордена Леона. Далее перешли к основной повестке заседания. Парламент проголосовал за назначение ряда судей Верховный, Сухумский городской, Гулрыбский районный, арбитражный и военный суды республики. Парламент установил административную ответственность за отсутствие автомобильной страховки у иностранцев. Новые поправки устраняют пробел в законодательстве республики. Ранее в законе была указана обязанность оформления страховки, но не была определена мера ответственности за нарушение. До того, как появилась вообще страховка как таковая, наши граждане в случае попадания в аварию, допустим, с иностранным гражданином, опасались всегда, что он сбежит из Абхазии, избежит ответственности. И поэтому очень часто у нас наши граждане проводили действия, которые, мягко скажем, далеки от законности. Сегодня понятно, что не государство, соответственно, конечно, а эти страховые компании, они страхуют, и, соответственно, нет необходимости у иностранного гражданина покидать Абхазию, потому что ему лично платить денег не придется. Парламент отклонил законопроект об увеличении возрастного ценза для президента и депутатов. Возрастные границы для кандидатов в президенты и в депутаты не изменятся. За проект проголосовали 13 депутатов, 11 против, 4 воздержались. Может быть, мой внутренний голос сегодня за то, чтобы проголосовать за 30, но на протяжении этого времени именно обоснование, чтобы мы шли единым фронтом, сели, обсудили именно Баси Бибзюб, и я не хочу принимать участие в этом. Пусть Конституция гласит 25 лет депутаты и 35 президента. Почему так живо не обсуждают вопрос о том, что как мы вообще к выборам подходим, как мы выбираем людей, каким образом, допустим, это происходит, никого это не интересует, но как какой-то ценз парламент обсуждает, это вот конкретно интересует. Поэтому, наверное, лучше было бы обсуждать, каким способом у нас каждый раз из года в год эти выборы проходят и каким образом выбираем. И вот я прихожу к тому, что, конечно, эти все цензы важны. Я подписал этот проект и согласен с этим концептуально. Но хочу сказать, самый главный ценз – наш народ. По большому счету, мы какие бы цензы ни делали, возрастной, образовательный и так далее, эти все цензы так или иначе можно обойти. И все равно люди выбирают так или иначе, поэтому, наверное, нужно приходить к тому, чтобы люди, наши граждане, избиратели, они более тщательно подходили к вопросу выбора. Самое главное, что в этом, я считаю, что в этом изменении, в этом законе, это результат положительного тестирования кандидата в депутаты Республики Абхазия на предмет определения владения государственным и русским языком, установленный лингвистической комиссией, образованной Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия. Парламент Абхазии отложил рассмотрение поправок к закону о выборах депутатов и в Уголовный кодекс, касающихся правонарушений в сфере избирательных прав. Далее депутаты приняли
приняли в первом чтении законопроект о развитии творческих индустрий в стране. Документ закладывает правовой фундамент для превращения креативного сектора в полноценную часть национальной экономики. Закон впервые вводит в юридическое поле базовые понятия – креативная индустрия, креативный продукт и креативный кластер. На экономическом форуме был заключен меморандум о сотрудничестве с Российской Федерацией в сфере креативной экономики, что послужит нам в дальнейшем тоже продвижению именно в рамках этого законодательства и этого направления. Также социальные и культурные преимущества здесь сохранение и продвижение абхазского культурного наследия, языка и традиций через современные креативные формы. Дизайн, музыка, ремесла, гастрономия, медиа, укрепление национальной идентичности и формирование позитивного имиджа Абхазии на международной арене. Депутаты парламента приняли отчет о деятельности Национального банка Абхазии за 2025 год. Документ на заседании сессии представил заместитель председателя Нацбанка Георгий Квиклискири. Уставный капитал у нас составил на 1 января 724 миллиона рублей, а в совокупном валютном по всем организациям 25 миллиардов рублей. Депозиты физических лиц превысили 3 миллиарда 433 миллиона. Кредитные вложения составили 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Что касается финансового результата, то за 2025 год 9 из 14 кредитных организаций у нас получили прибыль на общую сумму 433 миллиона рублей. Убыточные кредитные организации получили убыток в совокупной сумме на 50 миллионов рублей. Прибыль получилась в размере 383 миллионов рублей, что выше показателя за 2024 год на 120 миллионов рублей. Хотелось бы завершить такой на позитивной ноте, потому что Банк Абхазии завершил год у нас тоже с прибылью практически 126 миллионов рублей, из которых свыше 25 миллионов рублей будет перечислено в бюджет республики. Затем парламент Абхазии принял закон, который разрешает переводить жилье в статус нежилых помещений, если это нужно государству или обществу, например, под школы, больницы или госучреждения. Теперь этот процесс станет полностью официальным и прозрачным. Принимать решение о смене статуса жилья сможет исключительно Кабмин. Государство ставит себе их на баланс, и то, когда мы обсуждали здесь на комитете, я ребятам тоже сказал, в силу того, что это очень такой экстренный вопрос, да, потому что это нужно приобрести. Я прошу принять в первом, втором, в окончательном чтении, и на следующую сессию я внесу, изменения, что это там будет иметь какой-то временной отрезок. Депутаты утвердили постановление Кабмина о включении объектов недвижимого имущества бывшего добровольного пожарного общества в Сухуме по улице Трапш в перечень объектов, подлежащих приватизации, и внесли изменения в Конституционный закон о правительстве. В законе о Кабинете министров МНС упоминалось как налоговая служба. Теперь в документах официально закреплено название Министерства по налогам и сборам. Гугут Савардания, Шизина Ханагуа, Камила Джопо, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Бадрагунба подписал указ о расширении и укреплении правового статуса Института уполномоченного по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Документ вводит строгие ограничения, закрепляет порядок назначения и прекращения полномочий. Также четко прописаны основания для досрочного прекращения полномочий. Значительно расширены полномочия уполномоченного, беспрепятственный доступ в органы государственной власти, государственные учреждения, организации и предприятия, в том числе уголовно-исполнительной системы для проведения проверок по жалобам о нарушениях прав детей. Право посещать судебные заседания в рамках поступивших обращений с целью мониторинга. Право участвовать в рабочих группах по разработке проектов законов и нормативных актов, касающихся прав и законных интересов ребенка. Белоруссия и Россия жестко ответят на атаку ВСУ по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.
В среду стало известно о том, что беспилотник ВСУ атаковал автобус с детской футбольной командой. Дети ехали из Гомельской области в Геленджик на отдых. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Подробности в материале корреспондента Арти Мурада Газдиева специально для АГТРК. 17 июня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы. В автобусе, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. 6 человек получили ранения, они госпитализированы. Следственный комитет России рассматривает происшедшее как очередной террористический акт. Атака беспилотника на гражданский школьный автобус, перевозящий 44 человека, из них 28 школьники, несовершеннолетние, спортивная команда из Белоруссии в город Геленджик на Черном море России. Дети направлялись в отпуск. Дрон прилетел в бок автобуса. Опять же, гражданский автобус, белый, без какой-либо маркировки. Удар был об бок автобуса, и опубликованы даже видео и фотографии изнутри автобуса, сиденья, залитые кровью. Среди пострадавших погибла женщина, сопровождающая. Также пострадали 7 человек в автобусе, 5 из них несовершеннолетние, 1 ребенок сейчас в тяжелом состоянии. Врачи в Брянской области борются за его жизнь. Остальные пострадавшие в средней степени тяжести. Министерство иностранных дел Беларуси уже потребовало от Украины объяснения, разъяснения, почему был атакован этот автобус. Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Но атаки по гражданским целям участились. 2 недели назад под населенным пунктом Янакиево вблизи Донецка был атакован автобус, рейсовый автобус маршрутом Крым-Москва, перевозящий, опять же, исключительно гражданских. Белый автобус без какой-либо военной маркировки. В этом инциденте погибло 7 человек. Пострадали 11. Опять же, все гражданские. До этого, менее месяца назад, трагедия в Старобельске, откуда мы вели непрерывные репортажи о спасательной операции, о трагедии, случившейся там. И видели сами тела студентов, которые вытаскивали из Старобельского колледжа, из общежития, все еще в пижаме. После этого Россия пообещала систематические удары по объектам военной промышленности Украины, объекты как раз, где производятся, где настраиваются и откуда запускаются эти дроны, с которыми Украина устроила настоящую охоту по гражданским целям на территории России. Мурад Газдиев из Донецка специально для АГТРК. МИД России назвал правовым парадоксом исключение Киевом русского языка из перечня подлежащих защите на Украине. Посол по особым поручениям Дипведомства России Родион Мирошник подчеркнул. Само принятие закона, исключающего какой-то язык из хартии, европейских хартий местных и региональных языков, это, в общем-то, знаете, такой правовой абсурд. Да, потому что хартия создавалась для того, чтобы закрепить исторически сложившуюся языковую среду. А вот в данном случае Зеленский говорит, мы хотим, мы как захотим, так и переделаем эту среду. Как захотим, так и укажем людям, на каком языке им говорить, на каком языке им петь колыбельную своим детям. Да, он, опять же, своим детям он поет по-русски. Но при этом он начинает загонять в стойло свое население. При том, что понимает, что даже их украинский так называемый языковой омбудсмен заявляет о катастрофе. 80% киевских школьников говорит по-русски. То есть, когда они вычисляют этот язык, называют токсичным, пытаются буквально вычеркнуть его из обихода украинского народа, они, во-первых, посягают то есть создают лингвоцид, да, то есть они преследуют по языковому принципу людей и создают абсолютно невыносимые условия для нормального существования человека, интеллектуального существования человека.
Напомним, 12 июня, в День России, Владимир Зеленский лишил русский язык защиты Европейской хартии. Это случилось ровно на пороге открытия первого переговорного кластера с Евросоюзом о вступлении в ЕС. Того самого блока, где Киев должны проверять по верховенству права, правам человека, судебной системе и фундаментальным свободам. Поговорили с директором Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталием Даниловым. По его мнению, Запад закрывает глаза на правомерные действия Киева, потому что это укладывается в парадигму антироссийского курса ЕС. Миноритарным языком русский язык на Украине, в общем-то, назвать нельзя. Поэтому мы исходим из того, что это исключительно политический шаг, и, в общем-то, он коснулся исключительно русского языка. То есть это, в общем-то, политический такой демарш в отношении России. Русский язык вытесняется на Украине, на территории, которая всегда на протяжении столетий говорила на этом языке. Киев ничего, ни на что не рассчитывает. Дело в том, что он выбрал себе евроатлантическую ориентацию и совершенно спокойно, целенаправленно идет в этом направлении. В этом контексте мы не видим никаких последствий для румынского языка, словакского языка, венгерского языка. Да? Это говорит о том, что Украина не очень заботится о том, что какие-то другие языки, которые существуют на ее территории, будут ущемлены в своих правах. Поэтому надо исходить из того, что Киев выбрал уже себе правовое поле деятельности в этой сфере и будет его придерживаться в контексте. И Брюссель, честно говоря, тоже не особо волнует, как будут страдать другие языки на территории Украины. Для них, для Брюсселя гораздо важнее реакция Венгрии, гораздо важнее реакция Словакии и Румынии, к примеру, Польши на вот эту всю историю. Поэтому никак Запад не отреагирует. Киев абсолютно не волнует, как будет реагировать Москва. Только победа на поле боя заставит Киев изменить ситуацию в другую сторону. Но в данном случае и наш президент, и министр иностранных дел господин Лавров неоднократно заявляли, что вопрос языка, вопрос культуры и вопрос идентичности всего русского на территории Украины является и лежит в основе тех возможных мирных договоренностей, которые будут заключены. Они рано или поздно будут заключены. Но именно из-за этого и начиналась, если вы помните, специальная военная операция, когда фактически поставили под сомнение существование русских на восточной части Украины и способности говорить их на том языке, который им дала их мать. Подписан меморандум о сотрудничестве между Советом молодых дипломатов при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия и Советом молодых дипломатов при Министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. Подписание состоялось в формате видеоконференции. Документ создает основу для развития прямого взаимодействия между молодыми дипломатическими кадрами двух стран, обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, обмена опытом, а также выработки совместных инициатив, затрагивающих актуальные региональные международные вопросы. Наступил туристический сезон, а значит, вопросы безопасности туристов на море и в горах становятся особенно актуальны. Природа Абхазии прекрасна, но может таить угрозы, о которых необходимо помнить при посещении определенных мест. Продолжение темы в следующем материале. Безопасность важна всегда, даже когда речь идет об отдыхе. Заходя, например, в воду, необходимо соблюдать все меры предосторожности. Но если все-таки у кого-то случается беда, лучше вызвать профессиональных спасателей. На прошлой неделе в Гудауте произошло чрезвычайное событие. 19-летний Мурман Накопия бросился на выручку тонущего туриста, заплывшего далеко от берега. Молодой человек проявил храбрость и самоотверженность, рискуя собственной жизнью. Люди видели, как его супруга была на берегу. Это заметила, как его течением унесло далеко от берега. Она запаниковала, позвонили в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Времени немного прошло, наши сотрудники среагировали, но
люди на берегу это все видели, и парень, Мурман Накопия, молодой парень, увидев это, он сразу же среагировал и решил спасти. Сабуа также рассказал, что спасенный поплыл за маленьким спасательным кругом, однако туриста стало уносить течением. Как мы поняли, он поплыл за этим маленьким кругом, это был спасательный круг, я так понял, детей. В общем, они держались за этим спасательным кругом и решили поплыть обратно, но оба были уже уставшие. И наш сотрудник, инспектор Государственной инспекции по маломерным судам, на катере дошли они до этих людей. Они, в принципе, уже были около 70 метров от берега, но и тем не менее уже оба были уставшие. Они посадили их на катер, довели до берега и высадили их на берегу. Мурман Накопия совершил благородное дело. Ему вручили благодарственное письмо. Начальник ГИМС МЧС Абхазии отмечает героизм Накопия, но призывает не совершать подобных поступков непрофессиональным спасателям. Ведь есть определенные маневры спасения. В противном случае под угрозу ставится не только жизнь утопающего, но и того, кто пытается его спасти. Этот человек, он не тонул, он просто был уставший. Он пытался плыть против течения. Он уставший был на плаву. Если бы вдруг он тонул, возможно было это все плачевно. Да, у нас в городах очень мало спасателей на берегу, но и тем не менее лучше позвонить в службу спасения, либо дождаться, либо, как мы знаем, в летний период очень много людей работают на катерах, на гидроциклах, позвать их, попросить, у них есть спасательные круги, спас-жилеты, они помогут. Сабуа отметил, главное не заходить в море в состоянии алкогольного опьянения, следить за своими детьми. Неважно, какая местность, надо следовать правилам безопасности. Это касается и горной местности. В первую очередь нельзя ни в коем случае ходить в горы одному, ведь в случае беды помочь не сможет никто. Андрей Сальцов, инструктор поисково-спасательного отряда МЧС, отмечает, что на данный момент ситуация спокойная, обращения не поступают. В основном собирающиеся подняться в горы заранее предупреждают о маршруте, количество людей, о сроках пребывания, но бывает и наоборот. Ты должен знать, куда ты идешь. То есть прежде чем куда-то пойти, нужно понимать, с какими опасностями ты можешь там столкнуться. То есть если это просто горы, то, соответственно, это зимой либо летом, вот, весной, осенью. Потому что опасности в разный сезон могут быть разные. Лавины, камнепады, там, змеи. Вот. Если это лесная зона, то, соответственно, дикие животные, комары, клещи. Вот. И исходя из того, с чем можно столкнуться, нужно к этому готовиться. Либо брать с собой репелленты, либо снегоступы. Тут уже нужно просто все это учитывать. В случае любого чрезвычайного происшествия по республике обращаться по горячему номеру 911 либо 012 и 001. Айлита Арутюнян, Заурлиев, Абхазское телевидение. Пахотные работы в Гудаутском районе в этом году начались значительно позже из-за затяжных дождей холодной весны. Однако к настоящему времени уже вспахано более 200 гектаров земли. Если сравнивать с прошлым годом, то это мало, отмечает начальник Гудаутской МТС Нори Гуля. На сегодняшний день стоимость вспашки 1 гектара земли составляет 5300 рублей. Не вспахано тоже очень много, не успеваем больше вспахать. Сравнение, если делать прошлогодний и этот год, отстаем намного. Ну, мы на погоду грешим, на все грешим, но у нас и техника ломается. Мы одновременно и пашем, и сеем, барануем. Жители Гудауты жалуются, да, буквально вчера появилась информация о том, что им не хватает техники и так далее. Это все происходит из-за чего? Из-за чего? Это вчера, да, написали, выложили в интернет, сказали, что якобы, что наша техника работает в Пицундах, что мы здесь в Гудаутах не работаем. Но это все неправильно, недействительно, это ложная информация. Но сейчас я не буду оправдываться однозначно. Это пишут, это анонимно. Пусть это говорят. Даже если
это вообще присутствует, даже если это присутствует, что в Пицундах работает. Пицунда это что, не наши граждане, если даже так. Не наши граждане. Есть такие районы, есть такие деревни, где невозможно пахать. Я хочу, чтобы люди услышали. Он имеет землю, взял в аренду, скажем, в Пицундах, что не имеет права человек поехать. И они увидели трактора, что там работают, в Гаграх тоже пару тракторов работают, пицунцы имеют, частники имеют синего цвета. И поэтому вот пишут, ну пусть пишут, ничего страшного. У нас нету, что это мой родственник, что это другого родственник, что это сват, кум. Нет, у меня не проходит, нету. По очереди. Кто первый пришел, кто второй пришел. Люди по 2 недели записаны. А человек сегодня зашел, хочет трактор. Хотя он мой родственник, хотя он мой брат, скажем. Я ему не даю трактор. Пусть подождет, пусть стоит. Сегодня на рабочей 10 тракторов. Но 2 вот наглядно вы видите, что они здесь стоят. 2 трактора. Вчера стояли 4. 2 мы сделали. Сегодня в данный момент 8 на линии. 8 тракторов. Кировец, то, что вы видите, вот это вот, что вы снимаете, считайте, что оно не работает. Да, в этом году вообще он не выезжал. Колеса не годятся. Колес нету. Но нам обещали, ну, нам дадут, они однозначно дадут. Могила участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Ленина Ивана Аршавы приведена в порядок. Отважный командир погиб от разрыва немецкой минометной мины при обороне Кавказа. Айлита Рутюнян расскажет детали. Представители Абхазского института гуманитарных исследований Республиканской общественной организации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Абхазпоиск» и Абхазского отделения Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк» привели в порядок захоронение майора Ивана Ивановича Аршавы, командира 121-го горнострелкового полка 9-й горнострелковой дивизии. Администрация Сухума установила ограду, и теперь приведен в порядок сам памятник. Иван Аршава – обычный человек, ставший защитником, примером храбрости. Много лет назад его, как и многих других, объединило общее дело – защита Родины от врага. Сейчас нам остается только чтить память таких людей. Одна из форм деятельности Абхазпоиска, наряду с поисковыми работами погибших, пропавших без вести защитников Отечества в ходе ВОВ, это также уход за воинскими захоронениями. Тот случай, когда Господь сподобил, потому что к нам поступил сигнал от одного из местных жителей, конкретно района Маяка, о том, что существует могила некоего советского летчика, которая находится в заброшенном состоянии, хорошо бы ее облагородить и вывести мусор. И как только мы подошли к этой могиле, он нас провел, посмотря на фотографию, я понял, с кем и с чем мы имеем дело. Это был именно тот командир полка, которого мы безуспешно все эти годы искали и, наконец, нашли. В рамках работ совместно с военнослужащими 7-й военной базы, прямой правопреемницы 121-го горнострелкового полка, поисковики вывезли с территории полную машину мусора. Обезжирили, обштукатурили, ошкурили его перед этим 3 слоями краски белой, потому что он был белый. У нас сохранилась фотография 1962 года, каким он был, и в соответствии с теми фотографиями, первоначальный его вид, какой был, мы постарались так сделать. И красная звезда, соответственно, табличку чуть-чуть тоже почистили от мха, от различной грязи. Обновили его имя, фамилию, отчество, звание воинское и дату рождения и смерти. Николай Медвенский также сообщил, что долгое время на могилу приходила жена погибшего. О детях пока документально ничего не известно. В тот момент, когда он погиб, с большой долей вероятности можно сказать, что дети были. Мы сейчас подключили поисковиков, как раз с Павловского рудника, и вообще с тех регионов, которым, конечно же, лучше, виднее, где и как искать. Существует взаимосвязь. Будем надеяться на то, что потомки Ивана Ивановича обнаружатся, будут выявлены. Мы их пригласим, безусловно, сюда, в Абхазию. Герой битвы за Кавказ. Он внес решающий вклад в срыв планов немецкого командования по разгрому советских войск на Клухорском операционном направлении и прорыву к Сухуму. 3
сентября 1942 года он подготовил и провел контрнаступление, в результате которого враг был отброшен из долины реки Клыч на 14 километров к южной подошве перевала Клухор и больше никогда не предпринимал попыток выйти к побережью Черного моря на данном участке фронта. Аэлита Арутюненко, Мила Джопуа, Абхазское телевидение. И в конце выпуска информация о погоде. В четверг, 18 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность. В конце дня местами возможен слабый дождь и гроза. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем плюс 23-28 градусов. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.